Сегодня спортивный арбитражный суд объявит решение по делу ВАДА и Российского антидопингового агентства. Слушания проходили со 2 по 5 ноября. Напомним, в начале декабря прошлого года исполком ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия. Причиной такого решения стали выводы следователей ВАДА, зафиксировавших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории. РУСАДА не согласилась с решением исполкома. В итоге дело было передано в САС. Если суд примет сторону ВАДА, то российские спортсмены лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а страна не сможет принять крупные международные турниры. Даниил Квят в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 не выступит в составе команды Альфа Таури. Россиянина заменит 20-летний японский пилот Юки Цунода. В прошлом сезоне он выступал в Формуле-2 и по итогам чемпионата занял 3-е место. Напомним, Квят дебютировал в высшем дивизионе в 2014 году в составе Альфа Таури, который тогда назывался Торо Россо. В 2015 году и в начале 2016 он выступал за основную команду Red Bull, после чего был отправлен обратно в Торо Россо. Всего на счету Квята 110 гонок в Формуле-1, 3 подиума и 1 быстрый круг. Ливерпуль дома со счетом 2-1 выиграл у Тоттенхэма в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. В составе победителей результативными ударами отметились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Единственный мяч гостей забил Сон Хэн Мин. Мерсисайдцы продлили свою беспроигрышную серию до 9 матчей и вышли в единоличные лидеры чемпионата. В их активе 28 очков. Лондонский клуб идет следом на второй позиции, имея на счету 25 пунктов. В следующем матче 19 декабря Ливерпуль на выезде встретится с Кристал Пэлас, а Тоттенхэм днем позже на своем поле примет Лестер. В минувший игровой день лидеры таблицы встретились и в Тинькофф российской премьер-лиги. В рамках 19-го тура санкт-петербургский «Зенит» на своем поле со счетом 3-1 победил московский «Спартак». Точные удары в составе хозяев нанесли Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Также мяч в свои ворота забил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Азмун и Дзюба продолжают лидировать в гонке бомбардиров лиги. У обоих нападающих по 11 голов. Санкт-петербургский клуб укрепил лидерство в таблице чемпионата, набрав 41 очко. Красно-белые располагаются на второй строке, имея в активе 35 баллов. В 20-м туре «Зенит» на домашней арене сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в гостях сойдется со столичным «Динамо». Перейдем к событиям нашего региона. Накануне якутские вольники провели первые схватки на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде. В весовой категории до 125 килограммов якутский легионер сборной Кыргызстана Аял Лазарев в первых схватках выиграл у представителей Канады и Молдавии. Однако в полуфинале уступил Роберту Барану из Польши со счетом 6-0. Таким образом, сегодня Лазарев будет оспаривать бронзовую медаль турнира. Другой борец из Якутии Владислав Андреев, выступающий за Белоруссию в весе до 57 килограммов, выиграл стартовую встречу у соперника из Марокко, а затем уступил двукратному чемпиону мира россиянину Зауру Угуеву. Андреев сохраняет шансы на бронзу. Путь к ней он начнет с утешительной программы. Тренерский штаб сборной России по боксу выберет участника мирового отборочного олимпийского турнира в весовой категории до 52 килограммов между Василием Егоровым и его соперником по финалу недавно прошедшего чемпионата России Ахтемом Закировым. Об этом заявил главный тренер национальной команды Виктор Фархуддинов. Он отметил, что на квалификационные соревнования отправится тот спортсмен, который больше и лучше отбоксирует на международных стартах. В марте сборная России планирует провести сборы в Кисловодске, где должны пройти матчевые встречи с командами Кубы, Казахстана и Узбекистана. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!